В Сыктывкаре сегодня стартовали сразу два крупных соревнования по боксу. Это турнир памяти Валерия Кузнецова и чемпионат республики. В течение 3 дней на ринге спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 будут биться лучшие бойцы региона. А тех, кто порхает как бабочка и жалит как пчела, расскажет Павел Королев. Перед чемпионатом республики на разогреве бои юных, но от этого не менее отчаянных бойцов. Валерий Кузнецов, в памяти которого и организован этот турнир, научил держать удар не одно поколение спортсменов. И эти баталии – как дань памяти наставнику, которому многие обязаны всем тем, чего они достигли в спорте и в жизни. Работа! Работа, Кирилл, последний раунд! Меж тем на ринг выходит Сыктывкар и Карткирос. В синем углу сельчанин Вячеслав Горчак с первых минут старается работать первым номером. И напористость и характер приносят свои плоды. Итог 3 раундов – победа карткиросца. Его тренер Дмитрий Гуляев доволен выступлением подопечного. Впрочем, в его способностях он даже не сомневался. Как бы установка была работать первым номером, вот, что и он показал, да, то есть соперник был не сильный, вот, поэтому для него никакого труда не составило разобраться. После выступления юных бойцов на ринг готовятся выйти хедлайнеры сегодняшнего дня. В одной из первых пар чемпионата республики будет биться ухтинец Александр Мишарин. Сегодня он сразится с сыктывкарцем Валерием Данилогорским. С ним он уже не раз встречался на ринге, но последний все время побеждал по очкам. И, возможно, для ухтинца это последняя попытка взять над ним верх. Хотя бы отбоксировать все 3 раунда. Потому что возраст уже все, 38 лет. Тяжело уже становится. Наверное, последний раз отбоксирую сегодня. Хватит уже. Дорогу молодым. И вот Александр Мишарин встречается со старым знакомым. Категория 75 килограммов. Поэтому спортсмены осторожничают. Ведь в отличие от более легкого веса, приходится ждать каждой атаки. Чуть зазевался, и после тяжелого удара можно уже не оправиться. Но из-за травмы руки Александр больше не может продолжать бой. И победа снова уходит сыктывкарцу. Сегодня каждый боец выкладывается по максимуму, однако не всех ждет победа. И если турнир памяти Валерия Кузнецова дает юным спортсменам шанс получить спортивный разряд, то на республиканском чемпионате ставки очень высоки. Что касается чемпионата, это себя собрали со всей республики для отбора на северо-запад, который состоится у нас в мае месяце в Усинске. Здесь мы будем формировать команду сборной Республики Коми. Конечно, дома и стены помогают, но о золотых медалях для Коми на северо-западе говорить, конечно, пока рано, ведь это уже совсем другой уровень. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.